Вообще, что такое брекеты? Брекеты — это механически действующие аппараты, которые являются несъемными. Они распределяются по классификации, то есть по способу крепления, по материалу и по типу размещения. Брекеты, они бывают вестибулярные, то есть которые крепятся снаружи, да, их видно и заметно. Есть брекеты внутренние, лингвальные, которые внешне, незаметно, но я лично их не рекомендую или рекомендую меньше. Значит, по материалу это брекеты бывают металлические, сапфировые и керамические. Сапфировые изготавливаются из монокристалла, керамические, сама по себе керамика, она более желтая и, более заметная на зубах. Что касаемо подходящего возраста для установки брекетов, то самый подходящий возраст — это, конечно, возраст 12 лет. Это когда уже сформирована полностью эмаль зуба и когда уже полностью все зубки прорезываются, постоянные. Лично в своей практике я начинаю лечить на брекетах с возраста 10 лет. То есть, когда еще могут присутствовать не все зубы, но мы уже начинаем постановку, потому что есть уже определенные зубки, которые формируют основы прикуса. Это резцы, 4 передних резца, и маляры, это самые первые большие крупные зубы в полости рта. Система называется 2 на 4, то есть 4 передних резца и 2 маляра. После этого, по мере того, как уже зубки начинают появляться, мы достраиваем полностью брекет-систему. Что касаемо установки брекет-системы более взрослому населению, то здесь ограничений в принципе, опять же, я в своей практике не ставлю, потому что ортодонтия, она, опять же, бывает подготовительная, бывает эстетическая, в зависимости от того, кто с чем пришел. Когда ко мне обращается более взрослое население за помощью, то чаще всего это бывает направление от стоматолога-ортопеда. Это тот доктор, который протезирует, то есть устанавливает коронки, или же от хирурга-стоматолога, который устанавливает имплант, и в дальнейшем будет уже протезирование. То есть это идет подготовительный этап, соответственно, здесь, если нет пародонтологических проблем, то есть проблем с деснами, то мы устанавливаем брекет-систему. Если же речь идет о возрасте, молодом, мобильном, так скажем, начиная со студентов, заканчивая более взрослыми людьми, то здесь ограничений практически не существует. Единственное, что если пациенты лечились, то есть они пришли с проблемами, с большой скученностью зубов, и они не проводили раньше никакого ортодонтического лечения подготовительного, то есть не носили какие-то пластинки, то чаще всего эти случаи бывают с удалениями. Давайте поговорим о зубах мудрости, кстати, да, потому что по показаниям ортодонта чаще всего это бывает 100% удаление. Почему? Потому что зубы мудрости прорезываются позже всего, годам к 30. И к этому времени чаще всего в зубном ряду уже не остается времени для непосредственно этих зубов. И поэтому после проведенного ортодонтического лечения или до этого рекомендуется удаление этих зубов для того, чтобы не случилось искривление заново, то есть не пришлось бы потом человеку носить брекеты снова. Когда нужно обратиться к ортодонту, очень часто задают вопросы со скольки? Где-то с 3-4 лет, то есть совсем малыши. А почему? Потому что уже сформирован молочный прикус, и уже видно тенденцию, да, то есть развитие челюстей, есть ли какие-то вредные привычки у ребеночка. В возрасте где-то 6-7 лет мы уже начинаем подбирать ортодонтические съемные аппараты. Это тоже механически действующие аппараты, которые, как я уже сказала, они являются съемными. Чаще всего они изготавливаются на 2 челюсти, регулируются родителями, естественно, под присмотром стоматолога-ортодонта. То есть я показываю, демонстрирую, как нужно ими пользоваться, рассказываю, как их нужно носить. А носить их нужно постоянно. А внешне они из пластмассы, но с элементами металлическими, то есть они. Носятся они в течение где-то года.
За этот год что происходит? За этот год происходит расширение зубных дуг. И по мере того, как зубы начинают меняться, это 7-8 лет, то есть мы как бы в этом промежутке должны успеть расширить зубные дуги, и к этому моменту, как бы, получается, челюсти уже подготовлены, то есть уже расширены. И к моменту, вот скажем, 12 лет, когда уже идет постановка брекет-системы, у нас зубные дуги, опять же, подготовлены, и нам осталось только расставить по местам зубки. Поэтому ортодонтическое лечение рекомендуется уже начиная вот буквально 4-5 лет. Вот как бы так медленно подготавливая ребенка, вот, чтобы один раз это все пережить и потом уже не беспокоиться за свою улыбку. Хирургия плюс ортодонтия. Что это такое? Вообще в городе Якутске достаточно большое количество зубочелюстных аномалий, ну как и в любом другом, наверное, регионе. По статистике, которая выявлена у нас в клинике, где-то 30% населения, которые обращаются, они имеют челюстно-лицевые аномалии, которые, к сожалению, не поддаются только ортодонтическому лечению. То есть тут необходим еще и хирургический подход. Когда пациент приходит с такой проблемой, что ему для начала нужно? Для начала это, конечно же, диагностика. То есть не просто так вот пришел человек и тебе говорят, все, иди там на хирургию. Сначала это очень хорошая диагностика должна быть. Для этого пациент должен прийти уже с готовыми снимками. То есть это должны быть как минимум вот такой вот панорамный снимок, где видно все зубы, кости, и верхняя, и нижняя челюсть, на которые уже врач-стоматолог-ортодонт, специалист, он оценит и скажет, что нужно делать. Возможно, даже вот я, как говорила ранее, про зубы мудрости, да, вот удаление зубов мудрости каких-то или еще дополнительное удаление зубов. И есть вот такие еще снимочки боковая телерентгенография. На ней можно оценить, закончен ли рост вообще челюстно-лицевых костей. Допустим, если пришел пациент, которому 17 лет, да, то, скорее всего, мы на рентгене увидим, что рост еще не закончен, он еще продолжается. Вот. И также очень необходимые снимки, такие как компьютерная томография. И по надобности это магнитно-резонансная томография тоже. Также проводятся дополнительные исследования электромиографии жевательных мышц, потому что от прикуса зависит, насколько у нас напряжены мышцы лица и насколько они правильно работают. А у нас в клинике обязательно делаем диагностические слепки, отливаем модели. И как бы здесь понятно, что явно нижняя челюсть, она больше. Вот это как раз-таки возраст 17 лет, скелетная аномалия, то есть здесь мы видим, что большая нижняя челюсть, которую нужно исправлять и, грубо говоря, вот подгонять под верхнюю. Да? Такое лечение в среднем занимает где-то 1,5-2 года, может даже 2,5, и проходит оно в несколько этапов. То есть вот пришел человек, мы ему сняли все слепки, рассчитали модели, сделали полный расчет, нашли хирурга нужного, который тоже будет вести этого же пациента. И изначально уже на этом этапе как бы мы договариваемся о том, что где-то в течение года мы ходим сначала в брекетах. Далее он с этими же брекетами идет на операцию. И после этого, после операции, он возвращается с брекетами и донашивает вот нужные необходимые эластики, которые потом нужны для того, чтобы зубной ряд хорошо смыкался полностью между собой. И таким образом мы завершаем ортодонтическое лечение. И все это как бы время где-то 2-2,5 года. К хирургам пациенты направляются со своими диагностическими моделями, и хирург уже непосредственно во время операции он сопоставляет модели, как они должны быть, сопоставляет их с фотографиями, с КТ, и как бы все это в комплексе ведет вот к диагностике и планированию операции и хода лечения. После завершения ортодонтического лечения, чтобы не потерять полученный нами вот красивый результат, я рекомендую пациентам обязательно фиксировать ретейнер. Что такое ретейнер? Это тоненькая проволочка, которая фиксируется с внутренней стороны зубов
Внешне она никак не заметна, но она удерживает фронтальную группу зубов от клыка до клыка, до верхней и до нижней челюсти. И плюс к этому еще рекомендую обязательно одевать и лайнеры, и капы, которые будут уже удерживать весь зубной ряд. И при необходимости некоторым пациентам, если была проблема вот как раз-таки с мышцами, да, и остались какие-то вот проблемы в плане смыкания, то в этом случае я рекомендую одевать эластичную капу, которая еще стабилизирует вот контакты зубов и улучшает мышечный тонус. Также у меня очень многие пациенты спрашивают, а сколько они должны носить вот эти ретейнеры и капы. Мой ответ очень простой. Да, практически всю жизнь они должны уже носить вот эти все аппараты, потому что зубы двигаются всю жизнь. И какие-то микродвижения, они осуществляются всегда. И если вы исправили с помощью брекетов, ну уж тем более, если была и хирургия, зубной ряд, зубы, то как бы тут нету стопроцентной гарантии, если вы ничего не поставите, что у вас ничего не вернется в исходное положение. Поэтому очень важно перестраховаться. Вот, и обязательно одеть и ретейнеры, и носить капы. Единственное, что, конечно же, может осуществляться замена этих ретейнеров, потому что, ну, многие спрашивают, если образуется кариес, там, скажем, да, если образуется кариес, то ретейнер этот снимается, кариес пролечивается и обратно фиксируется ретейнер. В случаях, если отрывается ретейнер, то я рекомендую опять же прийти ко мне, все это как бы устанавливается на место. Если уж произошла такая ситуация, что он у вас где-то оторвался, вы там в отпуске не можете сразу прийти к своему ортодонту, то носите капы. Чаще всего капы, ну, как бы меньше ломаются. Вот.